Бог говорит, что ангелы носят ваше имя, чтобы забрать вас из вашего дома в удивительное место, которое превосходит ваше воображение. Эти небесные существа с прекрасными крыльями и милыми улыбками выбрали вас для невероятного приключения. Они бережно поднимут вас и унесут в страну, полную чудес и счастья. Чудо уже в пути, и оно удивит вас изобилием. Ваша связь с Божьим домом принесла вам небесное послание. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас, если вы верите, что Божественное сознание защищает и направляет вас. Если вы верите в Бога, то ваши боли и страхи превратятся в покой, а трудности – в благословение. Приготовьтесь получить богатство, здоровье и процветание с верой и благодарностью. Напишите 1111, чтобы получить их. Пришло время ощутить изобилие во всех сферах своей жизни, богатство, счастье и успех, как никогда раньше. Чудеса прольются в вашу жизнь, как дождь. Из состояния сильного стресса вы превратитесь в суперсчастливого человека. Если вы досмотрите это видео до конца, с вами произойдет много удачи и хороших событий. Бог разрушает все негативные циклы в вашей жизни, и вы вступаете в новый сезон свободы, процветания и изобилия. Готовы ли вы? Напишите 1010, если вы готовы. Все тревоги, страхи, стрессы и боль будут сняты и заменены любовью. Божье благословение, исцеления и вечного мира. Этот год будет самым лучшим для вас и вашей семьи. В нем будет история счастья, исцеления и финансового изобилия. На этой неделе будут очищены ваши долги, счета будут оплачены полностью, и ваше финансовое положение улучшится. Будьте готовы к прорывам, огромным благословениям и сюрпризам от Бога. До конца этого месяца вы получите бесконечные благословения, любовные отношения, финансовые прорывы и бесконечные победы. Вы ощутите мир и изобилие во всех сферах своей жизни, переполненной Божьей благосклонностью. Напишите 1212, если вам это необходимо. Ваши долги и счета будут улажены, а ваша семья будет защищена от всех врагов вашими ангелами. Скоро произойдет финансовое чудо. Следующие 5 дней будут наполнены невероятными благословениями, чудесами и прорывами, которые приведут вас в трепет. Вы будете переполнены здоровьем, радостью и богатством. Деньги будут приходить к вам без усилий, как вода в ручье. Эта неделя будет полна необычных чудес, и хотя кости и сердце могут быть разбиты, свет всегда победит тьму. С Богом даже шишка может стать посланием, испытание – свидетельством, невзгоды – триумфом, а жертва – победой. Иисус пришел, чтобы принести вам мир и жизнь с избытком, и это в пределах вашей досягаемости. Получите мир и изобилие Божьей благосклонности во имя Иисуса. Напишите 222, чтобы получить его. Иисус говорит, что, будучи светом мира, следование за Ним приведет вас к жизни, свободной от тьмы. Во имя Иисуса я постановляю и провозглашаю, что с этого дня слава Божья пребывает над вами и вашей семьей. Стыд и печаль будут далеки от вас, и вы будете жить в изобилии. Когда у вас не будет ничего, кроме Бога,
вы откроете для себя неожиданные чудеса, которые навсегда изменят вашу жизнь. Помните, что Господь – ваш пастырь, и вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Его неизменная доброта и любовь будут сопровождать вас каждый день, и вы навсегда поселитесь в Его доме. Когда ваше сердце нуждается в общении, ходите с Богом. Когда вам нужно на кого-то опереться, идите к Нему. Когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким, помните, что Бог всегда с вами. Напишите «Бог со мной». Господь обещает быть с вами всегда, сражаться в битвах и успокаивать любые бури. Ваша жизнь будет наполнена радостью и безмерным миром. Сегодня вы получите любовь, исцеление и изобилие, которых вы заслуживаете, и вся ваша семья будет исцелена. Чудеса будут проявляться, когда вы в них нуждаетесь, во имя Иисуса. Бог помогает вам снова подняться для величайшего поворота в вашей жизни. Ангелы приходят, чтобы помочь вам, ваши молитвы услышаны, и Бог посылает деньги, чтобы помочь. Давайте помолимся вместе. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты освободил меня от всего негативного груза прошлых обид, вины и угрызений совести. Помоги мне относиться к прошлому как к прошлому и с нетерпением ждать того нового, что Ты делаешь в моей жизни в этом году, во имя Иисуса. Благодарю Тебя за то, что Ты был со мной во время взлетов и падений. Ты хороший, совершенный и самый лучший, и я благословлен тем, что могу называть Тебя своим Богом. Напишите «Спасибо, Бог». Он изменяет вашу ситуацию, благословляет вас и вашу семью лучшей жизнью. Все ваши раны будут исцелены, и каждая неудача приведет к удивительному возвращению. Когда печаль и слезы одолевают вас, помните, что Бог всегда с вами, Он дает вам утешение и силу. Бог говорит вам, что чудо уже в пути. Ваши ангелы показывают вам, как найти лучшие возможности, и вас ждет большой успех. Бог говорит, что хочет, чтобы вы были счастливы всегда. Если вы чувствуете себя грустным или потерянным, приходите ко мне. Я люблю тебя и сделаю твою жизнь удивительной. Я люблю тебя, Господи. Не волнуйтесь, эта сложная ситуация скоро закончится. Вселенная посылает тебе хорошие вибрации, деньги и чудеса. Если вы чувствуете, что находитесь далеко от Бога, не волнуйтесь. Бог всегда с вами, даже если вы этого не чувствуете. У Бога есть план для вашей жизни, который даже лучше, чем ваш собственный план. Иногда все идет не по плану, но это потому, что у Бога есть для вас что-то еще лучшее. Вы собираетесь получить судьбоносное благословение, на котором будет написано ваше имя и адрес. Вместо того, чтобы беспокоиться, сосредоточьтесь на поклонении, потому что следующая неделя будет полна хороших новостей, ответов на молитвы, прорывов, чудес и благодеяний. Напишите «Да», если вы согласны. В этом году вы можете рассчитывать выйти на новый уровень жизни, поскольку Бог заменит печаль счастьем, трудности благословениями, а потери чудом, превосходящим ваше воображение. Если вы чувствуете уныние, усталость или неуверенность, найдите утешение в том, что Бог уже действует и преобразует любую негативную ситуацию в вашей жизни.
Он благословит вас и ваших близких и исцелит каждую область, в которой вы страдаете. Бог говорит: «Я провозглашаю, что вы станете сильнее и здоровее, и этот год будет для вас самым энергичным и продуктивным. Вы проживете долгую, здоровую и крепкую жизнь, делая все то, к чему призвал вас Бог». Бог собирается сделать то, что вы не можете сделать сами, и привнести в вашу жизнь изобилие радости, здоровья и ресурсов. Напишите 333, чтобы подтвердить это. После ожидания, слез, молитв и упорства ваша стрессовая ситуация подходит к мирному и удовлетворительному концу. Вы можете ожидать, что Бог пошлет вам финансовую помощь, благословение, изменяющие жизнь, и чудеса. Ожидайте прорывов и благословений в своей жизни до конца этого года. Бог преобразит все и восстановит поврежденные области вашей жизни. Ваше исцеление освобождено, и финансовый урожай проявится для вас. Бог готов благословить вас невероятным обилием благословений, которые приведут вас в трепет. Приготовьтесь быть пораженными обилием благословений, включая крепкое здоровье, мир, любовь и благосклонность, которые будут дарованы вам, если вы продолжите идти по вере. Я заявляю, что вы обретете величайшие благословения, которые когда-либо испытывали за всю свою жизнь. Бог готов положить конец вашей боли, стрессу, заботам и разочарованиям. Напишите 555, если вы верите в это. Я понимаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь, будь то медицинское заключение, финансовые трудности или люди, которые выступают против вас. Послушайте меня, когда я говорю, что Бог не подведет вас. Предайте все свои заботы молитве, и Он пошлет помощь, исцеление и ресурсы. Помните, что вы находитесь под опекой Бога, вашего Творца. Он будет продолжать наблюдать за вами на протяжении всей вашей жизни, оказывая помощь и спасая, когда это будет необходимо. Вселенная сговорилась, чтобы принести вам все, что вы желаете, и даже больше. Ваша жизнь скоро изменится к лучшему, и вы увидите доказательства этого повсюду. Во имя Иисуса, аминь. Бог говорит, что вы знаете, почему это видео появилось у вас, потому что я люблю вас и хочу, чтобы вы знали, что прямо сейчас я обнимаю вас и даю вам почувствовать эту огромную, вечную, сладкую и чудесную любовь, которую я испытываю к вам. Вы оставляете позади боль, угнетающую ваш разум, и позволяете моим словам исцелить ваше сердце. Там, где была печаль, теперь будет полная радость и мир внутри тебя. Я наблюдаю за тобой каждую секунду, и эта прекрасная любовь продолжает расти. Мое желание – защищать вас, заботиться о вас и помочь вам понять эти послания, которые я посылаю вам ежедневно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы изменить образ ваших мыслей и убеждений. Вы способны измениться, это правда. Моя божественная любовь может преобразить вас, но теперь вы должны сделать свой вклад и по-настоящему поверить в это. Мне бесполезно говорить с вами в любви, если вы отвергаете то, что я вам говорю. Сегодня решите дать себе шанс и громко воскликните: «У Бога есть сила изменить мою жизнь, вырвать из нее все одиночество и печаль, разжечь пламя моей любви к жизни». Встаньте и скажите еще раз:
сегодня я могу измениться, я держусь за любовь моей Небесной Матери. Снова вскрикните и почувствуйте, как мой Святой Дух проникает в каждый уголок вашего тела и разума. Я искореняю пороки и вредные привычки, избавляю от нездоровых мыслей и депрессии, которая мучает тебя. Я очищаю все эмоции и возрождаю прекрасные чувства, которые сегодня наполнят твое сердце. Это не совпадение, это правда. Я люблю вас, и вы почувствуете это уже сегодня. Вы увидите это, куда бы вы ни пошли, вы заметите какую-то деталь, мое божественное прикосновение. Я буду повсюду, встречая вас с распростертыми объятиями, утешая вас любовью. Я хочу, чтобы вы жили и вернули себе утраченные мечты. Я дам тебе силы простить себя, я разорву ограничивающие тебя узы и дам тебе уверенность в себе, чтобы искать и находить настоящих друзей. Я отгоню от вас тех, кто ищет зла, тех, кто притворяется, что любит вас, и тех, кому нужны только ваши деньги. Вместо этого я дам вам перемены, признательность и ясность. Я даю вам новую жизнь, но еще раз прошу вас поверить в это. Не обращайте внимания на тех, кто притесняет вас, ищите друзей, которые укрепляют вас и помогают вам расти. Мои армии окружают и защищают вас, но и вы должны принять решение не поворачивать назад. Если у вас есть вера, и вы верите в мои обещания, двигайтесь вперед без страха, забудьте прошлое, не питайте в своем сознании те воспоминания, которые вновь наполняют вас чувством вины. Я простил ваши грехи, но и вы должны приложить усилия, чтобы простить тех, кто причинил вам боль. Это нелегко, но у вас есть моя поддержка. А если люди отказываются простить вас, если они продолжают напоминать вам о прошлом в лицо, позвольте мне еще раз повторить: отвернитесь от них, идите твердым шагом, создавайте свое собственное будущее, не оглядываясь назад. Я коснусь сердец этих грешников, чтобы они раскаялись и признали то зло, которое причинили тебе. А ты иди своей дорогой, ибо грядут новые времена и лучшие ситуации, великие возможности и гигантские благословения. Смотрите на горизонт, насколько хватает глаз, там я возьму вас и благословлю. Не ограничивайте себя возрастом, не отказывайте себе в новых возможностях только потому, что вы не чувствуете себя молодым. Искорените эти мысли в своем сознании и отбросьте те, которые убеждают вас, что вы уже не можете добиться ничего хорошего, что вы зря потратили время и у вас нет сил двигаться вперед. Это правда, я ваш Отец, я Бог, моя сила сверхъестественная и настолько велика, что вы не можете себе ее представить. Если вы верите в меня, то верьте и в то, что я могу восстановить ваши силы и изменить ваше мышление. Только те, кто верит мне, получат это особое благословение, а те, кто предпочитает идти за толпой и хочет быть принятым негативно настроенными людьми, все те, кто отвергает мое слово, также отвергают эту прекрасную и вечную жизнь. Ваше благословение начинается сегодня, так что вставайте смело и решительно. Если мир лишил вас многих возможностей, я пришел, чтобы дать вам жизнь и вернуть то, что враг отнял у вас. Я умножу ваши благословения, если вы будете ежедневно питаться этим мощным словом, которое будет расти и укрепляться в вашем сердце.
Я накормлю вас сладким медом, который оздоровит ваше тело, и божественной мудростью, которая напитает ваш разум, наполнив его прекрасными желаниями. С этого дня каждое утро вы будете просыпаться и искать это слово, вы будете наполняться им. Вы принесете мне свои молитвы, проведете со мной время, а затем выйдете на улицу, чтобы получить все возможности, благословения и открытые двери, которые я приготовил для вас. Скажите, что вы верите в это, громко крикните «Аминь». Сегодня все проклятия в вашем доме, в вашей семье, в ваших финансах, в вашем настоящем, в вашем прошлом и в вашем будущем разрушены. Власть тьмы разрушена, и на вас больше никогда не будут нападать депрессия, смятение, гнев или ярость, которые управляли вашим характером. Негативным мыслям и отрицательным эмоциям не будет места в вашем сердце. Сегодня наступил день вашего благословения. Я прощаю, исцеляю, восстанавливаю и даю свободу тем, кто отдает мне свою жизнь, оставляет злые пути и искренне ищет меня. Не бойся и не забивай себе голову несуществующими препятствиями, ибо даже те стены, которые ты видишь своими глазами, будут разрушены моим словом и моей силой. Я многое предназначил для твоей жизни, и все это может исполниться, если ты будешь верить в меня. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты приготовился идти по новому пути чудес, который я приготовил. Я не хочу, чтобы сомнения разрушили вашу уверенность и сбили вас с пути. Сомнения могут привести вас на темные тропы. Враг будет пытаться уничтожить вас, сеять против вас ложь, клевету и презрение. Он сам будет говорить вам, что вы ничего не заслуживаете, потому что вы недостойны. Но вот что я говорю вам: будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не огорчайтесь, ибо я буду с вами, куда бы вы ни пошли. Я умер за вас на кресте, ваши недостатки стерты. Мое воскресение дает вам право жить, наполняясь божественной силой, которая дарит вам радость и счастье, в которых вы так нуждались. Не сомневайтесь, я буду творить в вас чудеса, питайте себя моим словом, наполняйте свой дух моим духом. Пойте мне в своей душе, восхваляйте меня вслух или молча в своей комнате. Позвольте мне вывести вас за руку на сверхъестественный уровень. Пусть ни одна мысль о неполноценности не приведет вас к поражению. Пусть ни одна мысль о превосходстве не приведет вас к гордыне и падению. Сегодня я наделяю вас дарами, талантами и мудростью, ваше сердце, душа и дух свободны от всех проклятий и угнетения. Вы больше не будете рабом воспоминаний и мыслей, которые могут привести вас к падению. Я несу свободу и спасение вашей семье. Вы это знаете, чувствуете и верите в это. Скажи мне, как ты придашь значение моим словам и подготовишься к могущественным чудесам, свидетелем которых тебе предстоит стать. Отдай мне прямо сейчас то скрытое, что ты держишь в своем сердце, ты знаешь, что оно причиняет тебе вред. И если вы будете продолжать скрывать ее, она может привести вас к гибели. Не отрицайте этого, не обманывайте себя, вы знаете, о чем я говорю, и если вы читаете или слушаете это, потому что я люблю вас, отдайте это мне, я выброшу это далеко, не ищите его больше.
Примите в этот день твердое решение преодолеть все те ситуации и людей, которые затягивают вас в пучину вечного смятения. Вы знаете, что им нет дела ни до вашей жизни, ни до вашей семьи, и хотя они говорят, что любят вас, втайне они стремятся к вашей гибели. Они закрывают вам глаза ложью, чтобы вы не увидели правды. Они хотят наполнить вас стыдом, чтобы вы спрятались от моей милости и благости. Они хотят посеять в вашей душе темные тайны, которые будут причинять вам боль. Когда вы вспомните о них, отвернитесь сейчас же, отсеките зло. Я отдал за вас свою жизнь на кресте и готов простить ваши грехи, любые грехи. Сила сокрытия грехов может привести к смерти того, кто этого желает. Если ты будешь скрывать свои грехи, ты не будешь процветать, ты будешь жить несчастной жизнью, мир уйдет от тебя. Это не та жизнь, которую я хочу дать вам. Я пришел для того, чтобы вы жили жизнью с избытком, свободной от горечи, без горечи и чувств, которые могут загрязнить вас. В вашем разуме не будет мусора, вы не будете наполнены беспочвенными страхами, вы не будете жить в вечной тревоге. Снимите обувь со своих ног там, где вы стоите, это святое место, вы не сможете перейти в землю обетованную, если в вашей жизни еще скрыты какие-то тайны. Приди и расскажи их мне. Вот чего я жду, чтобы ты набрался смелости и открыл свои уста. Я сниму с вас одежды стыда и облеку вас в свою святость. Не было в вашей жизни времени, когда бы вы чувствовали меня ближе, чем сегодня. Вы, которые прятались от меня. Но вот я здесь, нет места во Вселенной, куда бы вы могли убежать от моего присутствия, куда бы ты ни пошел. Там я предстану перед тобой и напомню тебе о своем обещании. Если ты раскаешься и отвернешься от зла, ты прощен. Прими это, прими одежду прощения. Это твой день спасения. Скажи мне, что ты веришь в это. Принимаешь это. Аминь. Я услышал ваш призыв и не смог устоять. Прислушайтесь к словам, которые произносит ваше сердце в те мрачные и печальные дни, когда вы чувствуете, что жизнь лишена смысла. Не сдавайтесь, я знаю ваши мысли и эмоции, поэтому я решил обратиться к вам. Ваш дух должен выслушать меня, чтобы обрести душевный покой и снова стать счастливым. Вы находитесь в этом мире с мощной целью. Вы есть и будете благословением для многих. Хотя в данный момент вы можете сомневаться и не верить в это, но эти слова утешения призваны изменить ваш образ мышления. Вы вновь обретете то огромное мужество, которое когда-то наполняло вас энтузиазмом, когда вы начали мечтать много лет назад. У вас было так много планов, и вы хотели достичь стольких вещей, но ваш путь был полон препятствий, и на вас напали трусливые враги. Вы отдали им должное, и они причинили вам боль, они ударили по вашей вере. Но сегодня настал день вашего возрождения, я простил ваши грехи, и ваше прошлое никогда не будет вспоминаться, все ваши поражения и неудачи стерты. Стремитесь и будьте смелыми, доверьтесь мне и мечтайте снова. У меня есть так много вещей, которые я могу доверить вам, и я обильно благословлю вас, я наполню ваше хранилище провизией. Но позвольте мне повторить, мне нужно, чтобы вы питались моим словом и действительно верили в меня. Не стесняйтесь искать меня в молитве, ибо я буду здесь, чтобы выслушать вас, когда вы во мне нуждаетесь. Я прекрасно знаю, через что вы прошли, знаю, что вы чувствуете сейчас,
и заметил вашу верность перед лицом испытаний. Все ваши сомнения, страхи и неуверенность будут приняты во внимание. Я дам ответы на каждый из них и наполню вас миром. Все, что причиняет боль и беспокойство в вашей жизни, будет устранено. Я уберу все препятствия на вашем пути или дам вам инструменты для их преодоления. Воистину, я очень доволен вами, потому что вы ищете меня и постоянно прославляете. Я был свидетелем ваших побед в трудных ситуациях, и хотите верьте, хотите нет, но я был рядом с вами, открывая двери и устраняя препятствия с каждым вашим шагом. Я исцелял вас и защищал от опасностей. Я твердо обещаю, что всегда буду рядом с вами. Когда вы сталкиваетесь с проблемами или не можете найти решение того, что кажется невозможным, просто молитесь. Я с любовью выслушаю вас и отвечу на ваши просьбы. Не теряйте надежды на меня. Не забывайте, что я тот, кто имеет власть творить и отменять, когда кажется, что все идет не так. Верьте, что я работаю, чтобы помочь вам. Отбросьте страх, боязнь того, что скажут другие, и оставайтесь верными в молитве. Никто не обгонит вас и не заставит бояться, потому что мое слово даст вам силу веры и мудрость, чтобы двигаться вперед. Неуклонно идите вперед к своим целям, не оглядывайтесь назад. Смотрите вперед, ибо я иду впереди вас, прокладывая тропы. Все это я говорю вам, чтобы вы не забывали. Храните их в своем сердце и применяйте на практике, ибо я, ваш Бог, никогда не оставлю вас. Неважно, в какой час, день или момент, вы можете говорить со мной, когда захотите, и никто не скажет вам, что этого делать нельзя. Я всегда буду ждать, когда вы придете ко мне. Я всегда буду ждать, когда ты придешь ко мне. Я прекрасно понимаю, что вы переживаете очень трудные времена, и что иногда вам трудно держать себя в руках, но вы должны помешать вашим врагам достичь своей цели и впасть в грех. Поэтому вы должны ежедневно вверять мне свои проблемы. Я пришел облегчить ваше бремя, я хочу помочь вам и дать вам мир. Я позабочусь обо всем, вам нужно только идти рядом со мной и верить в своего Небесного Отца. Даже если вы не знаете, что уготовано вам судьбой, это я все предусмотрел и знаю очень хорошо. Вам будет нелегко понять то, что я говорю вам сейчас, ибо я знаю, что вам сейчас нелегко. Имейте в виду, что с той силой, с которой вы плакали и страдали, с этой же силой вы будете счастливы и будете наслаждаться моими благословениями. Я видел, как по утрам твое сердце печалится, разочаровывается и испытывает боль, но я пришел подставить свое плечо, чтобы ты мог поплакать на нем, чтобы ты мог разгрузить себя, вынуть то, что ты носишь в себе, и оставить это мне, чтобы ты мог двигаться вперед. Перестаньте сомневаться и полностью доверьтесь тому, что у меня есть сила, способная решить все ваши проблемы и заставить тех, кто причинил вам боль, отступить и увидеть мою силу в вас. Я буду тем, кто утешит вас и наполнит душевным покоем в ваши мучительные ночи, а когда взойдет солнце, ваши залитые слезами глаза увидят награду за ваши усилия. Конец вашему отчаянию уже близок, скоро придет ваше благословение. Верьте в это, ибо я не лгу. Аминь.
Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.